Друзья, приветствую всех на своем канале. Я недавно познакомился со своей землячкой, есть Натальей Алексеевной, которая живет в Алма-Ате. Она родом из Нюрбы, точнее, ее отец родился в Нюрбе, в Молдонском наследии. Это, по-моему, сейчас Чапанда называется, если я не ошибаюсь. И она полностью потеряла связь со своими родственниками и хочет найти родственников и с ними познакомиться. Она сняла видео и отправила мне сюда, вот, смонтировал, фотки вставил. Спасибо за помощь Сергею Лю, это тоже наш земляк, который живет в Алма-Ате, является председателем якутской общины в Алма-Ате. И вот он к ним сходил в гости, и видео сняли, отправили, я вас смонтировал. Дальше сейчас выложу, посмотрите. Очень интересно рассказывает о своей жизни, об отце, и очень надеется найти своих родственников. Так что, нюрбинцы, если вы смотрите эти видео, пожалуйста, отправляйте ссылку на видео в сторону Нюрбы, пускай родственники посмотрят, может кто-то где-то найдется, и они выйдут на связь с Натальей Алексеевной. Спасибо. Здравствуйте, я царь Наталья Алексеевна, в девичестве Яковлева, родилась в 1949 году, 15 сентября, в семье Яковлева Алексея Герасимовича и Измайловой Лидии Ивановны. Мой папа Яковлев Алексей Герасимович родился в 1907 году в Албанском наследии бывшего Мархинского улуса Вилюйского округа, в настоящее время Нюрбинском районе Якутской ССР, в семье крестьянина-бедняка. Мой отец Яковлев остался темным, неграмотным крестьянином-якутом. От матери лишился в 9-летнем возрасте, в 16 году она умерла от туберкулеза. После смерти матери воспитывался в нехороших условиях у мачехи. Родители его до 24 года не разрешали идти в школу, ввиду боязни, что я становлюсь коммунистом, комсомольцем и что впоследствии уйду на войну. Только в 18-летнем возрасте ему удалось идти в школу самовольно, а с 1924 по 1929 годы окончил 4-классную Чалпадинскую сельскую школу. Учеба в эти годы не была поставлена на должную высоту. Окончивший 4-летку был полуграмотным. В апреле 1929 года по нашим инициативам была организована впервые комсомольская ячейка, и в школе из 4 товарищей, мы все 4 товарища были приняты членами ВЛКСМ. Ну и потом он работал и учился самостоятельно. Он всегда хотел учиться, и это его была просто мечта выучиться и стать достойным гражданином своей республики. Моя мама, Измайлова Лидия Ивановна, родилась 15 января 1925 году в Омске. И, закончив школу, она работала секретарем у моего папы Яковлева Алексея Герасимовича. Но в 1945 году они поженились. Это папе было 38 лет, а маме было 19. В 1946 году у меня родился брат Яковлев Владимир Алексеевич 11 февраля. Это старший брат. Второй брат Яковлев Геннадий Алексеевич родился 19 ноября 1947 года. И я потом родилась в 1949 году, то есть это я 3-й ребенок в семье. Но в 1951 году по каким-то причинам, которые я не знаю, наша семья переехала из Якутска на Украину. И папа устроился работать помощником экскаватора Каховской ГЭС. И в 1951 году мы переехали. Я немножко сбилась, извините.
А после окончания строительства Каховской ГЭС, ну, в 1953 году у меня родился братишка Яковлев Борис Алексеевич. 24 июня 1953 года. Нас было 4 детей. На данный момент никого их нет в живых, одна я осталась. Вот, на данный момент, вот сегодня я говорю. А потом, после окончания строительства Каховской ГЭС в 1957 году, мой папа, так как он работал по партийной линии в свое время в Якутии, его в связи с окончанием строительства Каховской гидроэлектростанции Каховский горком партии Украины направляет члена КПСС Яковлева Алексея Герасимовича в распоряжение Нюрбинского района КПСС. По партийной линии его возвращали в связи с окончанием строительства снова в Якутию, то есть в Саха. Ну, это было 1957 год. Но в это время, когда получил он письмо 25 мая, направление и рекомендацию, моя мама с 3 детьми, мальчиками, она не хотела возвращаться, видимо, я не знаю, мне было 7 лет. На тот момент она уезжает в неизвестном направлении. А я остаюсь с папой, то есть 7-летним ребенком, 1 класс закончил. И так как он человек ответственный и партийный, очень честный, он со мной едет по направлению в Якутск. Когда прибыл он туда, это мы все лето ехали, ну я не знаю сколько, была ребенком, он приехал, отметился, потому что надо было сняться с учета, там встать снова на учет как член КПСС. А в связи с тем, его оставляли, ему говорили, давай оставайся здесь, работать, продолжать. Но так как в его семье он не знал, куда уехали дети, 3 детей, 3 мальчика и с женой, с Измайловой Лидией Ивановной, в неизвестном направлении. Поэтому ему дали добро, и опять мы возвращаемся в Каховку. В Каховке он не находит, где его дети. И он меня оставляет, куда мне деваться, начинается учебный год, 57 сентября, мне надо идти в школу. То есть он меня оставляет немножко на какое-то время, потому что мне некуда девать, в детдом. И сам находит, по каким путям, я не знаю, то есть работу в Горловке, на ртутном комбинате. И через 2 месяца он приезжает за мной, ну, там он уже устроился, уже работал, приезжает и меня забирает в Горловку. Он работал там на ртутном комбинате, я не могу сказать кем, ну, опять же рабочим. Но так как он был партийный, опять же встает на учет, все его анкетные данные, он в курсе. И в 1961 году папа мой погибает трагически на, ну, как, производственная, ой, как сказать, авария. Авария в связи с этим в возрасте 54 года папа умирает. Мы остаемся детьми, ну, то есть за это время он нашел, где мама, но я не знала, я была маленькая. И мне было 12 лет, когда папа погиб, но нас очень опекало государство, и с братом, с Геннадием, нас сдают в интернат. То есть нас принимает опекунство, Акулинич Екатерина, тетя Катя, они были вместе с папой с 1958 года. То есть за мной, как девочкой, надо было ухаживать или как-то, чтобы я была женской рукой. Ну, девочка же, а он мужчина. И поэтому ей разрешили взять опекунство над нами, и мы получали хорошую пенсию, то есть из собеса, и дополнительно ртутный комбинат нам платил. Мы, как дети погибшего папы, были очень внимательны в этом случае. И
отсюда, как говорится, я закончила школу в интернате в 1966 году. В 1966 году на Украине, то есть первая школа-интернат №1, город Горловка. Так как я была там одна на Украине, братья были уже в Казахстане, я не знала об этом, но моя подруга Жанна Темченко, она нашла адрес, она написала письмо, и мама мне письмо в письме пришло, чтобы я приезжала в Джамбул. Джамбул – это вот Джамбульская область. Развернитесь. Я когда приехала ребенком, то есть я закончила хорошо школу, и здесь у меня начался второй этап моей жизни. То есть я встретила, конечно, очень братья у меня были трепетные, то, что нашлась сестренка. Я работала сначала, потому что еще я не успела поступать первый год, потому что надо было прописку, надо было в августе экзамены начинались в институт, я очень хотела учиться, и меня устроили работать няней в детский сад. То есть я 2 года проработала, а потом я поступила в Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт на специальность водоснабжения и канализации. Я очень хотела учиться. Но так как мы жили, я и 2 брата отдельно, квартиру эту, которую я приехала в квартиру, эта квартира получила мама, то есть дал собес за погибшего отца по рекомендации Москвы в связи с тем, что погиб, была на производстве мой папа. И поэтому он работал в прокуратуре всю жизнь, так получилось. Но это будет прилагаться, все документы. И когда я поступила, конечно, очень хотела учиться. Я в Казахстан, сначала для меня это было что-то неизвестное. Но настолько мне здесь по духу Казахстана, я полюбила Казахстан, я закончила институт прекрасно, у меня очень много друзей, которые мы до сих пор уже 50 лет, даже больше, мы все дружим. Поэтому, после окончания института, в институте учился со мной Цай Аврелий Борисович, то есть мой будущий муж. Он кореец по национальности, родился 31 марта 1947 года, а умер в 2001 году. У нас родился 2 сына, то есть Цай Илья Аврельевич и Цай Александр Аврельевич. Цай Илья Аврельевич родился 2 апреля 1974 года, а Александр родился в 1981 году 13 ноября. Жизнь моя семейная была очень хорошая. У меня был замечательный муж, он очень трепетный, порядочный человек. Я могу это с гордостью сказать, я прожила счастливую жизнь. Была тяжелая ситуация, какая я потеряла сына в 2003 году, авария была. Развернитесь. Авария была, и за 9 дней я потеряла Сашу. Уже и не имея мужа рядом, я была вдова. Мой старший сын в это время жил в Алма-Ате. Он уже был женатый, у меня уже есть внук. Сейчас на данный момент Цай Михаил Ильич, ему 25 лет будет. И они с семьей переехали в Алма-Ате, и я переехала в Алмату в 2005 году. И на данный момент я проживаю в Алма-Ате. Очень рада, настолько Алмата красивый город, настолько люди очень порядочные, сердечные. В общем, мне здесь в радость. Спасибо за внимание. До свидания. Чөтө оттор гасты кепсада хеденник, кемераттан билбит көрбүт бул вакытына Хурен тиенгелерин WhatsApp-ын калдыры, манналара Наталья Алексеевна нөмерин калдыр бапын ембардым, кадыры кыджаски нөмерин открытый доступка калдырыр табыга хох. Онна биретилякпен Алмата коракка Казахский государственный университетка манна коракка үйөрүнөн барбыт
казах кейте хакатыл ньюетен барбыт казах кейте кабинет арибыт саха кабинетін онно ким багалак жон хакатылар йөретем дир осенан хакату хакарын тудан кепсир кабинет оңстовун дир онно мен харас хакедер надыр ден яхта карытта окурдук книгелер иттер хамостар тосын хака туттар тереллере оннук доктор реквизиторы мехагытар гып болар näşöй болот дебите ононтон киме кара тогара бар боллагына ким тунан кемелен хептак боллагына хүрен теңгелерин эме ким тога диялага эме хүрярын бу билген холора бүрүттен бир убай хакылы иттери онна үскенгени үтенерер итегудду крагралан хомиен ытых бутендигин тонтанан министерстволарга ме таксаджым барын министерство по внешним связям элежибит бар Әлен этих беттебиттер экономика ериктер, онтон хантан тох көстөрүнөн деби кудук ол кабинет шугой көсүлак болыргар беги бары клапытын киллерен көмөлөк бүтүн адыгын. Онон ким туга тилах, ким көмөлөн багалак урярын биллерин. Же, мактал.